В эфире новости спорта, в студии Ольга Башук. Здравствуйте. Голландский боксер Руди Любенс, дравшийся с Мухаммедом Али более 40 лет назад и проигравший только по очкам, прозябает в нищете в Болгарии. Жизнь бродяги он ведет не первое десятилетие. Соотечественники, узнав о судьбе бывшего чемпиона и всеобщего любимца из документального фильма, собрали деньги, чтобы помочь Люберсу. Подробности в репортаже наших коллег. 20 октября 1973 года. Джакарта, стадион Сенаян. 25 тысяч зрителей стали свидетелями боя Мухаммеда Али с Руди Люберсом. Голландец, хотя и уступал американцу в росте, весе и технике, выдержал все 12 раундов. В конце встречи начал контратаковать и проиграл только по очкам. Люберс, прежде защищавший цвета Нидерландов на Олимпийских играх, в начале 70-х стал профессиональным боксером и продолжал успешно выступать. В середине 80-х его арестовали в Португалии за контрабанду наркотиков и посадили на 4 года. Руди Люберс не первый десяток лет ведет бродяжнический образ жизни. Недавно он поселился в Болгарии. Сейчас сломанный автофургон служит домом ему и больной жене Рие, а также своре их собак. С таким количеством собак жить в доме в Болгарии невозможно. Будь их 3 или 4, еще куда ни шло. Но у меня-то 16 вместе со щенками. Неделю назад голландское телевидение показало фильм об отставном боксере. Многие были потрясены, узнав, что прежний кумир многочисленных болельщиков оказался в такой нужде. Земляки собрали для него 12,5 тысяч евро. Руди не теряет присутствия духа. Поединок в столице Индонезии остался для него одним из самых ярких воспоминаний. После боя Али сказал: «Руди, ты единственный белый, у кого я смог чему-то научиться». Люберс немного ошибается, говоря, что он еще и единственный белый боксер, которого Великий не посылал в нокаут. Канадец Джордж Чувала тоже сумел устоять на ногах в марте 66-го. Я по-прежнему люблю бокс, хотя спорт сильно изменился. Сейчас он просто похож на драку. Олимпийцы должны помнить, что бокс – это бокс, а не просто драка. Сын Люберса, посмотрев фильм, приехал в Болгарию к отцу. Вместе с группой добровольных помощников из числа соотечественников он пристроил собак в приют. Но Руди говорит, что привык кочевать. Он надеется, что Рио скоро поправится, и они снова тронутся в путь. Омский «Авангард» обыграл Санкт-Петербургский «СКА» со счетом 2-0 в домашнем матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. Встреча прошла в подмосковной Балашихе. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Сергей Широков и Тейлор Бек. Отмечу, что перед началом встречи португальский футбольный тренер Жозе Мауриньо произвел символическое вбрасывание. После него Мауриньо, находясь в центре ледовой площадки, поскользнулся на ковровой дорожке и упал. Игроки помогли ему подняться, а капитан «Авангарда» Евгений Медведев проводил тренера до бортика. Сейчас «Авангард» занимает 3-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Имея 77 очков в 58 матчах, «СКА» идет вторым на Западе, набрав 91 очко после 56 игр. Еще в январе оба клуба уже обеспечили себе выход в плей-офф КХЛ. В следующем матче «Авангард» в гостях сыграет с Владивостокским «Адмиралом» 12 февраля. Днем ранее «СКА» примет Череповецкую «Северсталь». Московская «Динамо» также вышла в плей-офф континентальной хоккейной лиги. Это произошло после того, как рижская «Динамо» в гостях проиграла братиславскому «Славану» со счетом 1-2. Отмечу, москвичи в 10-й раз вышли в плей-офф. В составе «Славана» отличились Марек Слобода и Джефф Тафе. У рижского «Динамо» Микелис Редлихс. «Динамо» занимает 5-е место в западной конференции, набрав 65 очков после 56 игр. Таким образом, они стали недосягаемы для идущих 9-ми рижан, которые после 57 матчей имеют в своем активе 54 очка. Российский сноубордист Дмитрий Логинов стал чемпионом мира в параллельном гигантском слаломе. Соревнования проходят в американском Парк-Сити, США, штат Юта. В финальном заезде 19-летний российский спортсмен победил словенца Тима Мастнака. Третьим стал немец Стефан Баумейстер. Логинов выступает на международной арене с октября 2015 года. Россиянин является чемпионом мира в параллельном слаломе среди юниоров, а также двукратным серебряным призером юниорского мирового первенства 2017 года. На зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане Логинов занял 32-е место в квалификации.
Хороший результат на чемпионате мира по сноуборду и фристайлу показала наша сноубордистка Наталья Соболева. Она стала второй в параллельном гигантском слаломе. А в финале она уступила немке Селине Йорк. Бронзу получила швейцарка Ладина Йени, которая в малом финале победила россиянку Милену Быкову. Соболева – мастер спорта международного класса, является неоднократным призером чемпионатов России, принимала участие в Олимпийских играх 2014 года в Сочи и 2018 в Пхьончхане. В этом сезоне в общем зачете Кубка мира в параллельном гигантском слаломе 23-летняя Соболева занимает 3-е место. На ее счету серебро этапа Кубка мира в Словении. И напомню, чемпионат мира по фристайлу и сноуборду завершится 10 февраля. Осталось 4 дня до начала первых зимних игр «Дети Азии». Наши корреспонденты уже работают в Южно-Сахалинске. Как настроение у жителей города и ждут ли начала игр, расскажет Саргылана Захарова. Сахалинцы ждут, сахалинцы готовятся к этому историческому событию, считают дни, часы, минуты и даже секунды. Мы стоим здесь, на главной площади Южно-Сахалинска, прямо перед правительством Сахалинской области. Развернулась целая площадка для отдыха взрослых и детей. Здесь и каток, и ледовый городок, и снежные фигуры, и даже сцена для проведения культурных мероприятий. И несмотря на суровую переменчивую погоду, настроение здесь прекрасное, в воздухе витает праздничная атмосфера. Как говорят сами горожане, город преобразился с подготовкой к этому историческому событию. Стало больше ярких красок, улучшилась инфраструктура, а также наследие, которое останется после этих первых зимних игр «Дети Азии», будет радовать жителей и гостей Сахалина долгие годы. Для любителей спорта и для тех, кто давно хотел им заняться, но откладывал это в долгий ящик, хорошие новости. В спортивных объектах Якутска начались дни открытых дверей. В течение месяца свои двери откроют плавательный бассейн Чолбун, футбольный манеж Дахсун, республиканский шашечно-шахматный центр и многие другие спортивные объекты города. Расписание посещения этих объектов вы сейчас видите на своих экранах. Абсолютно любой желающий сможет не только бесплатно посетить тренажерные залы, поплавать в бассейне и поиграть в шахматы, но и также записать ребенка на секции по различным видам спорта. Это были новости спорта. Всего доброго.